Привет, друзья! Сегодня у меня паркохозяйственный день. Будем там заводить УАЗик, давно уже не заводили. Посмотрим, там заведется вообще или нет. Потому что очень давно уже, наверное, месяца два не заводили вообще. Дальше посмотрим. Покажу еще. Тарантас у меня есть такой. Но его заводить не будем. Ну и в принципе все. И небольшая прогулка, как обычно. На улице мороз, где-то минус 15, а нормально. Вот. УАЗик, машина для серьезных дорог. Раньше сам ездил на УАЗике, а сейчас не езжу уже. С 2011 года уже на нем не езжу. Он дядя Ваня меня ухаживает за машиной. Ну, нормально завелся, учитывая, что его уже очень долго не заводили. С первого тыка завелся. А гараж холодный. Нормально все. Сейчас погреем, выедем и посмотрим там. Мой тарантас покажу. Он стоит. Его уже заводить не будем. Так он, наверное, не заведется сейчас. Холодно так стоит уже, наверное. И летом даже не заводил. Вон у меня стоит тарантасище. Ну, по-другому я его не называю. Он тарантас есть. С гусеницами. Надеюсь, летом смогу показать. Ладно, греем УАЗик, ребята, и снимаем дальше. Вот, вроде примерно там минут 10 погрели. Я удивился даже, так он хорошо завелся. Сразу без проблем. Ну, УАЗик уже с 2012 года. Ой, 2002 года, ребята, 2012 года. Так что уже повидал свое. Я ездил на нем с 2002 по 2011 год. Ну, сколько я на нем лесных дорог проездил. Сейчас дядя Ваня быстренько проверит там все. Проверит там все шланги, все нормально, чтобы ничего не треснуло. Аккумулятор, чтобы там все чики-пуки, там жидкость нигде не протекла, все, чтобы нормально было, чтобы всегда на старте был. Чтобы на рыбалку поехать, дядя Ваня, только ключ на старт и поехали. Вот. А мы между тем посмотрим этот. Тарантас. Пошлите, ребята, я покажу вам. Тарантас. Не знаю, темно или как. Вот такой тарантас у меня стоит, ребята. Темно, правда. С гусеницами. Катки от этих. От садовых колес, этих садовых тачек. Короче, тарантас, не буду хвалить его, он ужасный тарантас.
Я на нем ездил, наверное, где-то, ой, я не знаю, сколько раз там, пару раз, наверное, проездил. Гусеница выскакивает, поближе там. Так. Вот гусянка. Сейчас она, конечно, не на обтянутом состоянии висит, да? Но я все-таки думаю, вот все дело в этих клыках. Они на одних болтах, вот эти клыки. И, наверное, туда-сюда играют роль, что вот эти катки постоянно наезжают на клыки, и гусеница выскакивает. Может из-за этого. А может из-за того, что очень слабые там эти диски у садовых колес. И вес что-то где-то, наверное, 200 с лишним килограммов. И они деформируются, и получается восьмерка. Но проблема до сих пор не решена. То есть ездить не могу, гусеница выскакивает. Тут гусеница у бурана. Длинная база, короче, разделенная вдоль. Звездочка тоже бурановская. А тут темно, ребята. Невозможно показать. Ну вот тут есть, прямо вот тут, как бы, сюда заезжаешь, вот спереди на коляске. Прямо задом заезжаешь сюда. И как бы сидишь, вон рычаги управления, вот этот левый рычаг, вот тут правый рычаг, на правом рычагу там газ, кнопка выключения, аварийного выключения, чтобы ты, когда будешь под гору катиться, и никто не поможет уже тебе, чтобы ты выключил. Это двигатель, вот. Эта рамка открывается она. Ну-ка, дядя Ваня, открой нам. Подними немножко. Сейчас я покажу. Вот это, вот так открывается. Короче, спереди освобождается это все. И прямо туда заезжаешь. Летом вот, сегодня уже, да, наверное, не заведется, потому что уже не заводил вообще давно. Летом, если получится его выгнать, то нагляднее покажу вот этот. Ну, я его называю тарантасом. Тарантас, он есть тарантас. Отпусти. Вот такой, как бы. И он же потом не дает коляске туда как бы скатиться. Ну, он прижимает коляску так мощно. И как бы ты сидишь там. Ездишь, рулишь. Теперь покажу еще это. Что там внутри у него, что за кишки там стоят. Ну тут, ребята, стоит двигатель лифановский на 6 лошадей. Ну, маловато, конечно, но в принципе для меня бы хватило, если бы не выскакивала гусеница и все нормально. Вариатор стоит бурановский. Ну и там ременные передачи. Вот что неудобно, то что повороты там, сцепление, что нужно натягивать вот эти ремни руками. Что для меня вот это и проблематично, вот даже очень проблематично. А заводится очень тоже хорошо, это, с этим нет проблем. Просто я сейчас не хочу его заводить, потому что давно уже не заводил, наверное, карбюратор там высох и еще что-то надо сначала покупаться. Да и зачем его заводить сейчас? Куда я на нем сейчас и поеду. Все, ну, показал, ребята, что за тарантас у меня есть. Надеюсь, летом получится получше. Ну, закрывай там капот, дядя Ваня, что ты держишь его? Тут капот есть. Как настоящей техникой, все есть. Ну, видишь, как закрывается. Всё. Вот эта шляпа.
Эта шляпа, я не знаю, почему эту шляпу сделали. Говорят, от солнца. Она весит, блин, 100 килограмм, эта шляпа. Так. Все есть. Я бы назвал, если если по-хорошему, то можно назвать ее платформа для инвалидной коляски. Гусеничная платформа. Так-то она... Идея неплохая, просто надо ее доработать, и все будет нормально. Ну, в принципе, мы закончили там, посмотрели наш УАЗик старенький, завели, к удивлению завелся очень хорошо. Показал я вам свой тарантас, который, надеюсь, летом покажу в деле, как он ездит. Ну, не обещаю, конечно, потому что я сейчас на Майере очень много езжу, а не до тарантаса уже мне. Вот. Потому что на Майере удобно, там никаких рычагов нету, не тарахти, гусеница не выскакивает, очень удобно. Ну, на этом все, заканчиваю свое видео. Гостям желаю подписаться на мой канал, подписчикам нажать на колокольчик, чтобы не пропустили новые видео. Всем удачи, ребята, до новых видео, всем пока.